Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Касимович Юсупов. Первый наш спикер является ярым футбольным болельщиком. Еще будучи школьником, с большим удовольствием гонял мяч с одноклассниками. Ну и что для меня особенно важно, с не меньшим удовольствием пел в школьном хоре. Учился он хорошо, проявил интерес к английскому языку, получил образование юриста, но мечтал совсем о другой профессии. И в 32 года он поступил в летное училище, стал пилотом гражданской авиации. Все эти слова про героя России, летчика гражданской авиации Юсупова Дамира Касимовича. Ему слово. Юсупов Дамир Касимович, герой России, летчик гражданской авиации. Родился в Красноярском крае, окончил юридический факультет Чувашского университета. В 2013 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации. В том же году принял на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Его имя узнала вся страна в августе 2019 года. Именно Дамир Юсупов посадил самолет с указавшими двигателями и убранными шасси через несколько минут после взлета. 226 пассажиров, 7 членов экипажа. Все они остались живы благодаря профессионализму Дамира Касимовича. Бисмилляхир-рахманир-рахим. С именем Всевышнего. Добрый день. Приветствую всех участников форума. Приветствую Рустама Нургалиевича, всех гостей, участников форума. Очень большая честь, очень большое волнение выступать перед такой аудиторией. Так случилось, так устроен человек, что он стремится к созиданию, стремится изменить себя, совершенствовать себя, изменить окружающий мир. Также человек склонен выбирать свою профессию. Человек выбирает свою профессию, и только тот человек, скажем так, обретет успех, если он видит в своей профессии творчество. Например, профессия спасателей – это спасать, творить добро, спасать людей, дарить людям жизнь. Искусство военных – это ковать стратегию победы, это тоже своего рода творчество. Экономисты, ученые, физики, они жонглируют цифрами, жонглируют формулами. В конечном итоге мы видим какие-то изобретения, которые облегчают нам жизнь и которые продвигают нас вперед. Другие же люди жонглируют словами, придумывают предложения, абзацы, книги. В результате вот таких вот пазлов собираются книги, которые заставляют нас размышлять, плакать, думать и так далее. Это писатели. Мы пилоты, у нас профессия. Мы работники неба. Мы перевозим пассажиров. Скажем так, перед тем, как поступить в летное училище, я прочитал книгу командира Ту-154, это Ершов Василий Васильевич. Его книга называется «Раздумья ездового пса». То есть он себя называет извозчиком. Именно он перевозит пассажиров, дарит им наслаждение полета. Он называет работу экипажа слаженным работой оркестра, где второй пилот, бортинженер, штурман выполняет свою партию и очень, скажем так, гармонично вписывается в общий оркестр или в общий ансамбль. Я родился в городе Игарка, Красноярского края, это Заполярье. Мой папа пилот, командир вертолета Ми-8, мама фельдшер, работник медпункта, которая проверяла предполетный осмотр, проводила у пилотов, у диспетчеров и других авиационных специалистов. И поэтому все мое детство было связано с аэропортом. В детстве я часто катался с папой на вертолете, наслаждался красивыми пейзажами тайги, тундры, летали на рыбалку, по ягоды, по грибы, скажем так.
также находился с мамой на работе. То есть в детстве я себя никем, кроме как пилотом, не видел. Ну, опять же, в жизни все происходит не так, как мы планируем. В 11 классе, после окончания школы, мне не удалось поступить в летное училище, ну, по медицинским. Ну, скажу так, стало спада зрения у меня в 11 классе. Может быть, это был переходный период, может быть, авитаминоз. Вот. И когда я проходил призывную комиссию, как будучи призывником, меня показало то, что зрение у меня не подходит для летного училища. Я тогда был молодым юнцом, скажем так, 17 лет. Я расстроился, разочаровался. Для меня в этот день был большой такой удар. Шло время, служил в армии, попал в институт, а в голове у меня отсчитывали часы. Потому что раньше, в советские времена, было ограничение по возрасту 21-23 года. И когда вот этот период моей жизни настал, 23 года, я уже, скажем так, может сказать, как это звучит некрасиво, но я похоронил эту мечту. Но, тем не менее, любовь к авиации, любовь к небу, скажем так, постоянно меня одолевала. Я жил только небом. Но, опять же, я мучился, смотрел с большой завистью на небо, на пилотов, на летчиков, кто посвятил себя. Я решил попробовать, сделать попытку, потому что я понимал, что мне когда-то исполнится 40, 50, 60 лет и так далее. Я буду себя винить за то, что я мучился и не сделал попытку, не попробовал поступить в летное училище. То есть, скажем так, попробую, поступлю. Если нет, значит нет, не судьба. Я уже потом себя не буду винить, что я сдался перед трудностями, чего-то испугался, не достиг цели. А если поступлю, значит в этом моя судьба, в этом мое предназначение. И как никогда, вообще так просто и легко я поступил в летное училище, прошел медицинскую комиссию, сдал экзамены. Это был один из таких самых счастливых дней в моей жизни. Поступил в летное училище, я понял, что я нахожусь на своем месте, осваивал дисциплины, там есть специальные дисциплины, аэродинамика, метеорология, навигация и так далее. Я понял, что это мое. Мы с ребятами занимались, и после уроков помогал своим одногруппникам. Потом я совершил первый самостоятельный полет. Это был для меня, по-моему, самый счастливый день, когда ты пилотируешь самолет, и ты понимаешь, что только ты и самолет, и под тобой земля, что ты сам поднимаешься над землей, видишь все эти красоты. Как мы знаем, самолет взлетает и садится против ветра, поэтому всем желающим хочу пожелать, чтобы не боялись вот этих жизненных трудностей и преград, слушали свое сердце, не сдавались, ни в коем случае шли только вперед, достигали цели. Хочу также пожелать вам настойчивости в достижении своих целей, пожелать вам всем крепкого здоровья. Сегодня на форуме присутствует и супруга Дамира Касимовича Наталья Александровна. Давайте ей поаплодируем, пожалуйста, встаньте. Согласитесь, ведь во многом от женщин зависят победы мужчин. Ваши аплодисменты. Нужно, самый главный мой посыл, не предавать свою мечту. И свое выступление я хотел бы закончить самым ярким примером человека, который не предавал свою мечту, который работал юристом где-то, наверное, до 30 лет, а потом все-таки стал пилотом и спас 230 жизней, не предав свою мечту. Речь, конечно же, идет о Дамире Юсупове, который находится среди нас. От себя лично просто бесконечная благодарность. Можно пожать вашу руку? Спасибо за поддержку. Спасибо большое.